Как был устроен быт коми-человека 100 лет назад? Как распределялись обязанности в семье между мужчинами и женщинами? Чем знаменит каждый район республики? Обо всем этом можно узнать в новом зале этнографии Ухтинского краеведческого музея. А еще здесь есть возможность самому попробовать спрясть нить или сделать родовые пассы – традиционные у коми деревянные фигурки с отличительной символикой рода. Вот они у нас, заготовки есть, примерно того, что будут изготавливать у нас посетители. Такие пассы забрать с собой на память, хранить у себя дома, допустим. Создать пасс, именно который характерен для вашей семьи. С расчетом на эту насыщенную программу хранители обновляли музейный зал. Грант принесла идея проекта. Кстати, его название музейщики придумали на основе пословицы «ремесло не коромысло». Итогом проекта является создание такой интерактивной детской программы занятий. И вообще в полной версии, название связано с пословицей, в полной версии звучит как «ремесло не коромысло, плеч не оттянет, а само прокормит». И вот основная идея, мы хотели показать, какие же были занятия давным-давно у коми-человека, примерно 100 лет назад, чем они занимались. Грант в размере 227 тысяч рублей направили на оформление колоритного интерьера в стиле коми-избы. Эффекта достичь получилось. С порога здесь ощущается запах дерева. Именно этим натуральным материалом отделаны стены, стилизованные под бревенчатые. Сосна назвали. Еще одно дерево самое популярное. Нет, березу тоже назвали. Лиственница. Сосна и лиственница – самые популярные деревья, которые используют для постройки дома. На новых подиумах, украшенных коми-орнаментом, даже старые экспонаты заиграли другими красками. И посетители зала, особенно юные, стали замечать их неожиданные детали и задавать вопросы, рассказывают хранители. Впрочем, и новые элементы здесь тоже появились. К примеру, интерактивная карта с описанием достопримечательностей районов Коми или работа художника-этнофутуриста Юрия Лисовского. Можно рассказать, как я говорила, основные элементы мифологии коми. Коми народ поклонялся рыбе, практически рыбе, щуки. В каждой картине это можно заметить. Птица, можно увидеть уточка. Она у нас в экспозиции есть, эта уточка есть на картине. Художник из Сыктывкара активно поддержал идею ухтинцев и с энтузиазмом передал в музей несколько своих работ. Поддержали проект и многие жители Жемчужины Севера. Кто словом, а кто делом. Так, за неимением штатного дизайнера, музейщики обращались к знакомым специалистам, а те дали не только полезные рекомендации, но и помогли с изготовлением мебели и деталей экспозиции. Всего за 2 месяца зал полностью преобразился. Еще некоторое время заняла расстановка экспозиции. Финальные штрихи вносятся сейчас, хотя зал уже открыт для посетителей. Официальное же торжество и старт всех интерактивных программ запланированы на август, в аккурат ко Дню Республики и юбилею Ухты. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрген, Ухта.